Кто из влюбленных не мечтал найти свою половинку, сыграть свадьбу, жить долго и счастливо и быть рядом и в радости, и в горе, и в богатстве, и в бедности? У этой пары особенная история. Игорь родом из Украины. Со своей возлюбленной Анной познакомился на родине. Записались в ополчение, я со мной поехала. Ну и на дежурствах была, она возила тормозки, вот там и закрутилось все, уже более-менее. Потом она в Крым поехала с родителями. Я где-то через неделю-полторы за ней приехал, забрал ее и своим ходом уже сюда. Любовь победила все сомнения и предрассудки. Узнав историю влюбленных, местная администрация предложила помощь – пожениться в Осетии. И не просто расписаться в документах, а пережить настоящий праздник. Я даже не знаю, как сказать, что я чувствую. Думаю, хорошо все будет. Именно здесь, в Осетии, Игорь и Анна впервые окунулись в национальные традиции. Девушку одели в роскошный осетинский костюм, парня в казачий. Очень волнуюсь, конечно. Я не знаю, я утром проснулась, мне было так спокойно, а теперь переживаю. Сейчас куча людей придет, я никого не знаю. Приглашенных было более 100 человек. Само торжество проходило на территории пансионата «Урздон», где живут беженцы с тех пор, как, спасаясь от стрельбы, бежали в Осетию. Поздравить новобрачных приехали представители администрации, творческие коллективы и все желающие, кому не безразлична судьба молодых. Мне очень приятно то, что наш район принял этих людей, то, что нашлись какие-то такие душевные силы, чтобы обогреть людей, помочь им. Мы постарались объяснить, что такое наш национальный костюм, как надо в нашем национальном костюме держаться. И вообще чуть-чуть мы их познакомили с нашими обычаями. И сегодня у нас получится русско-украинско-осетинская свадьба. Песни на родном украинском языке исполнили брачующихся дети из ансамбля «Молодушка». Это очень растрогало Игоря и Анну. Хотим порадовать людей, чтобы они не вспоминали о своем горе, которое сейчас там творится у них на родине. Следуя национальным традициям, невесту подвели к старшим. Звучали пожелания на осетинском и русском языках. И, как это всегда бывает на осетинской свадьбе, одно из важнейших пожеланий, чтобы в семье было 7 сыновей и голубоглазая дочь. Молодым подарили подарки, в числе особенно ценных – икона со Святой Земли. Как Золушка, попавшая на бал, невеста долго не могла поверить своему счастью. Молодых повезли в храм города Дегара на венчание. Торжественная церемония длилась около часа. Два любящих сердца соединились на осетинской земле. Теперь Игорь и Анна, муж и жена. И даже война не сумела их разлучить. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.